азыркы ошо өзгөрүп аткан коомдо сөзсүз биздин жарандарыбыз, биздин окуучуларыбыз ошо аралашып, ошо өзгөрүп аткан коомго өзүнүн салымын кошуш үчүн, өзүнүн коомдогу, ошол эле үй бүлөдөгү өзүнүн ордун түшүнүш керек да. Аны түшүнүш үчүн окуучуларга ошончолук билим беришибиз керек. Үй бүлө деген эмне, коом деген эмне, коомдо кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошол эле юридикалык жактан, ошол эле укуктук жактан, ошол эле үй бүлөлүк жактан кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Жарандык коомдо өзүнүн ордун таба билиш керек да. Анан ушул адам жана коом предмети ошого жардам берет. Анан бул жерде негизги басымды ошо мугалимдерге да коюшубуз керек. Мугалимдердин тажрыйбасын, дараметин жогорулатышыбыз керек. Себеби ошо предметтеги айтылган компетенттүүлүктөрдү калыптандырыш үчүн мугалимдер керектүү ыкмаларды колдонуп окуучуларга жеткириши керек. Ушу предметтин эң негизги максаты бул граждандык иденттүүлүктү калыптандыруу. Ошо кыргыз жараны деп атабыз. Ошо кыргыз жараны жалгыз эле ошо кыргыз тилин үйрөнүп эле кыргыз тилинде сүйлөш эмес, бул жерде ошо өзүн өзү Кыргыз Республикасынын, кыргыз мамлекетинин жараны катары өзүнүн ордун аныктап билүүгө дагы ушул предметтин түздөн түз салымы чоң деп эсептеймин. Зачем вообще нужен предметный стандарт? Дело в том, что там прописано несколько очень важных вещей. Первое, там прописаны цели и задачи предмета, то есть зачем он вообще нужен в наше время в школе, что он дает ученику, каким образом учитель должен организовывать обучение этому предмету. Второй важнейший момент, который там прописан, это образовательные результаты. Потому что мы должны четко понимать, что если мы поставили цели, мы должны потом проверить, насколько эти цели достигнуты. И, следовательно, это делается на основе образовательных результатов. Совокупность образовательных результатов дает компетентности, потому что мало сейчас просто знать что-то по предмету. Нужно уметь эти знания применять. Тем более предмет человека-общества является очень важным для любого ребенка, ну и подростка, юноши, девушки, потому что профессию каждый выбирает себе сам, а гражданином государства должен быть каждый, должен понимать, как работает государство, что такое общество, какие у него или у нее есть права и обязанности, ну и так далее. И вот обо всем этом говорит предметный стандарт. Новый разработанный стандарт, он включил те тенденции, которые сейчас есть в образовании и вообще в современном мире, потому что предмет человека и общества, он охватывает широкий круг наук. Это здесь и культурология, и философия, и политология, и экономика. Поэтому сейчас в век информации появляется такое понятие, как медийная грамотность, медийная безопасность, информационная грамотность. Вот этих элементов не было в предыдущем стандарте. Совершенно другие компетентности предметные были разработаны. Содержательные линии тоже охватили еще ряд таких вот направлений. Допустим, устойчивое развитие, да, то есть оно пошло, многообразие общества. Включены вопросы гендерного равенства, недискриминации. Вот эти новшества нужно было включать в этот стандарт, поэтому нужно было уже писать новый стандарт. На основе этого стандарта был разработан учебно-методический комплекс для 7 и 8 классов. Учебник состоит из 4 разделов. Это личность, общество, государство и экономика, ну, государство и право, да. Методическое пособие для учителей, которое поможет учителям вести уроки. На основе этого методического пособия они могут разрабатывать свои уроки. Пособие охватывается широкий круг интерактивных методов. Там отражены как раз содержательные линии стандарта, компетентности, которые формируются, то есть именно с нового стандарта, да, и образовательные результаты.
Много очень дополнительного материала. Для учащихся была разработана рабочая тетрадь, которая тоже соответствует и с параграфом учебника, и с методическим пособием. Там тоже очень разноуровневые, предусмотренные госстандартом задания и вопросы.